Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Новости, которых вы не ждете. Давайте посмотрим, что это за новости, о ком, о чем и вообще, что это такое, чего вы не ждете. Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно либо вслух, задайте вопрос. Новости, которые я не жду. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Итак, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вы смотрите, какое яйцо вам вышло. Огромное просто. Это яйцо страуса, либо этого динозавра, да? Гигантское яйцо. Готовьтесь, готовьтесь к чему-то невероятному. Начало нового дела, новые возможности, прекрасный результат. Вы добьетесь своего. Нет, не просто своего, а вы добьетесь того, что другим и не снилось, что вам казалось нереальным, невозможным. То есть результат превзойдет все ваши мыслимые и немыслимые ожидания. Ну и также у кого-то отыграется новость о беременности вашей, либо кого-то близкого, родного и любимого вами. Это яйцо с правой стороны. Это очень хороший знак, потому что правая сторона, она ваша. Все, что происходит справа, идет вам во благо, идет вам на радость. Вот оно яйцо. Смотрите, как вы его держите, да? Никому не отдам, моя прелесть. Так, мои хорошие, еще новости, которых вы не ждете. А вы знаете, кто-то сейчас очень активно занимается вашим делом, занимается вашей проблемой, либо занимается тем, чтобы для вас чего-то хорошего добиться. Мне вообще идет фигура мужчины. Причем мужчина такой, знаете, уже зрелый мужчина. Вы этому мужчине очень сильно понравились. Понравились не как женщина, не как мужчина, а понравились как человек. Вот прям проникся и такой думает, какой хороший человек. Вот возьму и сделаю, да. Вот прям есть не буду, спать не буду, а возьму и сделаю, добьюсь для этого человека что-то. Вот пользу принесу, либо благость какую-то вот произведу. И прямо сейчас, когда вы смотрите эту отсыпку, этот человек либо очень активно думает по поводу вас, вот что я еще могу предпринять, чтобы помочь этой прекрасной женщине, либо этому прекрасному мужчине. Либо человек с кем-то прям буквально спорит по поводу вас, что именно вам надо помочь, не кому-то другому, а именно вам. Либо вам нужно что-то дать, либо для вас нужно что-то там открыть, предоставить. Слушайте, какой же вы хороший человек, и как вам повезло, что вы такого же хорошего человека встретили, кто сейчас вот так с пеной рта добивается для вас лучшей жизни, либо лучших возможностей. Вы знаете, вот мне идет, что к концу этой недели, либо если вы будете смотреть видео, опять же, где-то в пятницу, в субботу, возможно, тогда к концу следующей недели этот мужчина вам какие-то хорошие новости сообщит. И вы прям ахнете, вы скажете, кто бы мог подумать, кто бы мог вот надеяться. В голову даже не приходило, что этот человек вот так для меня что-то сделает, либо что-то для меня выбьет. Слушайте, шикарно. На мой взгляд, это просто шикарно. Вот, этого человека не забудьте поблагодарить, потому что, как отец родной. Извините, но идет вот такое мне сравнение. Прям добьется, выгрозит для вас самое лучшее. И причем он это делает втайне, получается, за вашей спиной. Потому что вы ему очень-очень понравились. Дальше, мои хорошие, новости о каких-то деньгах. Тут даже не новости, а скорее всего информация о том, где и на чем вы можете заработать. Либо где и как вы можете получить дополнительную прибыль. Либо податься на какие-то льготные программы, субсидии, помощь.
Что еще может быть? Снижение, может быть, какой-то стоимости. То есть все, что связано с деньгами, все, что связано с экономией денег и все, что связано с получением денег. В вашем окружении есть такой человек, который про это знает, и человек с вами прям поделится, все вам расскажет, еще и научит, что делать. Либо у вас идет встреча с таким человеком, который скажет: ой, а я знаю, как решать такие вопросы, либо а я знаю, как сократить расходы, либо как увеличить прибыль. И вы знаете, человек действительно вот прям от души вам расскажет все, что знает, все, что пробовал, все, что там нужно сделать, какие документы, кому обратиться, кому написать, кому подойти, с кем созвониться. Все расскажет, научит, идет подробный туториал, да, инструкция, что делать. И если честно, вы о таких вещах не знали. И эта информация, она прям зажжет надежду в вашем сердце. И вы скажете: ну надо же, да, вот век живи, век учись. И как хорошо, что есть люди, которые мало того, что знают, разбираются, так еще и не жадничают, делятся информацией, так подробно рассказывают и учат других. И у меня еще к вам просьба-совет. Как только вы получите эту информацию, как только вы ею воспользуетесь, как только у вас будет первый результат, не забудьте кого-то тоже научить. Пусть эта цепочка добра никогда не прервется. Да, пусть это добро идет дальше и другим людям помогает. Ну вот у вас разговор с этим человеком, у вас глаза такие огромные, и надежда в сердце горит. А человек вам прям надо все, туда-сюда все рассказывает. Так, еще одна новость, которой вы не ждете, касается кого-то, кто вам нравится, но из-за кого у вас сердце побаливает. То есть, скорее всего, либо это родной человек, и вы переживаете, да, то есть, нравится, любите родного человека, но переживаете, сердце болит. Может быть, с этим человеком вы в ссоре, а может быть, это просто какой-то человек, который вам нравится, вы испытываете симпатию, но человек никак не проявляется, либо, может, вообще куда-то пропал, и вы, действительно стали переживать. Вы про этого человека все узнаете о каких-то сложных обстоятельствах в жизни этого человека, либо о причинах, почему человек там ведет себя так, а не иначе. И вам прям, не то чтобы легче стать, но, по крайней мере, вы начнете понимать, что причина не в вас, не в том, что там человек от вас отстраняется, либо убегает, прячется, а причина в чем-то другом. Вы начнете как-то спокойнее относиться, а если это родной человек, то вы начнете со своей стороны думать, чем вы сможете помочь. В общем, раскроется, и сердце уже так болеть не будет. Так, еще новости касаются какого-то рабочего процесса, то ли вы работаете у вас на работе, там, да, что-то будет происходить. Мне вообще идет, как что-то будет меняться у вас на работе. Меняться коллектив, меняться начальник, меняться условия труда, меняться оплата. Что-то будет меняться. Пока это будут новости, но я так скажу, 95% из этих новостей, из этой информации точно исполнится. Вот. На самом деле, я не вижу, что вы как-то плохо, негативно воспринимаете. Наоборот, с надеждой воспринимаете, с теплотой воспринимаете. И если вы не работаете, но работает ваш близкий человек, то какие-то положительные новости по поводу работы, дохода, прибыли, там, заработков, контрактов, заказов, да, какие-то перемены к лучшему идут. Легче работать, легче находить клиентов, легче деньги обналичивать, что-то будет легче, да, об этом новости тоже на 95% исполнится то, что вы услышите. Если вы занимаетесь собственным делом, собственное как дело, как вы частный предприниматель, либо как фрилансер, то, скорее всего, новости касаются каких-то поблажек, льгот налоговых и, опять же, ваших конкурентов, да, кто с вами занимает одну и ту же площадь. То есть, скорее всего, кто-то, может, закроется, кто-то сменит вид деятельности. Если налоги, то, скорее всего, там правительство думает о каких-то поблажках, снижениях налогов, либо уменьшении количества проверок, что-то в таком ключе. Знаете, тоже неплохо, очень даже и неплохо. И еще одна новость заключается в том, что кто-то из ваших, то ли родственников, то ли друзей, что-то будет праздновать, отмечать и праздновать. И человек
То ли с вами советоваться будет по поводу, вот как лучше, да, где лучше, дома, либо в кафе, может быть, на природе, да, там, на даче. Либо человек даже будет вас просить, чтобы вы как-то вот поучаствовали, помогли там, с организацией, с подготовкой. Да, вот как подойдет к вам и скажет, вот только тебе я верю, только ты справишься. И, если честно, вам будет очень приятно, потому что ну, вы любите, скорее всего, заниматься организацией, либо у вас это просто замечательно получается, у вас есть определенное видение, вы имеете опыт. Ну, как бы это хороший момент. Хороший момент, и то, что вам доверяют, то, что именно хотят с вами, это тоже вас немножко порадует. Дальше. Муж жену чем-то просто обескуражит. Если честно, такого вы от мужа своего не ждете. Я не буду говорить, что это, да, я даже не хочу предполагать, но такого вы явно от своего мужа не ждете. Если честно, у вас прям глаза загорятся, когда вот это произойдет. Он либо что-то скажет, либо что-то сделает, домой принесет, купит, может быть, что-то. И если честно, мне кажется, что он давно к этому готовился, очень тщательно скрывал. И тут, пожалуйста, произошло. Девочки, с левой стороны, но вы тут обнимаетесь, вы тут такая счастливая. Ну, во благо вам. Дальше. Новости о транспорте. Не знаю, как транспорт, дороги. Вот что-то с дорогами, с транспортом связано. Вот тут новости не очень. Но эти новости не очень, скорее всего, вам как такой отрезвляющий знак. Может быть, вы планировали какую-то дорогу, либо вы куда-то хотели съездить, а вам туда ехать не надо, либо там ничего хорошего вас не ждет. И к вам придут эти новости, что где-то что-то там закрыли, перекрыли, остановили, перерезали, не допускают, либо какие-то сложности устроили, квесты устроили. И вы скажете, вот нехорошая ситуация, да, я так хотела поехать, либо я так рассчитывала на эту поездку. Но мне больше идет, что это вам отрезвление, да, чтобы вы не думали о том, что вам не подходит, да, либо то, что вам противопоказано. Тут даже сами как-то высшие силы вмешались для того, чтобы эти новости, они к вам дошли. Может быть, это не все будет правда, может быть, это не так сурово, как вам будет сказано, но высшие силы не хотят, чтобы вы куда-то ехали, ну, либо какую-то поездку осуществили. Поэтому, ну, вот как-то так идет. Дальше. Новости, которые касаются знакомых вам людей. Эти люди, они, ну, чем-то тайным занимаются, либо тайно куда-то собираются. И до вас эти новости дойдут в виде сплетни, но эта сплетня, она будет абсолютно правдивая. Люди, вплоть до того, что да, вы дружны, вы друг друга хорошо знаете, вы узнаете информацию о них, что они куда-то пытаются выехать, уехать, скрыться, вы к ним подойдете, либо с ними созвонитесь, и вам скажут, нет, это все неправда, такого быть не может, это тебя обманули, а потом раз, и они пропадут. Да? То есть вы узнаете наперед. Почему они так сделают? Они чего-то боятся очень сильно. Это страх. И гонит страх. Из-за страха они никому не верят, никому не доверяют, поэтому это все происходит. Не пытайтесь понять этих людей и не злитесь на этих людей, потому что страх, он все-таки до отчаяния доводит, и люди, ведомые страхом, очень ведут себя не так, как в обычной жизни. Да? Вот. Может быть, через время вы все узнаете, может быть, от кого-то, может быть, даже от этих людей. Но вы их точно знаете. И вот эта вот конспирология ихняя, и то, как они вам соврут и скажут, что нет, мы никуда не собираемся, это все неправда, а потом исчезнут, конечно, может вас немножко расстроить. Да? Но вот оправдание – это страх, который они испытывают. Дальше. Вот здесь показывают двух людей, которые буквально зубами бумеранг ловят. Видите, вот он бумеранг, он летит в двух людей. Эти люди стоят под вашими ногами, ниже вас находятся, да, ниже.
Бумеранг летит им по правому делу, но этих людей вы точно знаете. Может быть, вы их знаете с лучшей стороны и считаете, что как бы хорошие люди, ничего плохого мне не делали, то есть за что им бумеранги летят. А я вам скажу, бумеранги к ним летят за прошлое, за прошлые проступки, за прошлую какую-то либо расхлябанность такую, знаете, типа... Ладно, что-то не сделали, ладно, типа, что-то не заплатили, ладно. Либо где-то нарушили, ничего страшного. Либо здесь как по закону положено, да, по закону положено с них спросить. Вот. Они, конечно, будут все отрицать и говорить, что нет, мы жертвы обстоятельств, мы ничего плохого не делали. Но на самом деле с правой стороны, то есть как бы по правому делу летит. То есть заслужили, все заслужено. И пусть они вас не обманывают, да, потому что это заслуженно идет. Вот. Скорее всего, они будут к вам обращаться с какой-то ужасной историей, и вы скажете, ничего себе, такого в жизни не бывает. Да, потому что они вам всю правду не скажут. А бумеранг, да, зубами прям поймают. Будет очень неприятно и очень больно будет. Так. Новость о каком-то лекаре, докторе, не знаю, какой-то медицинский светило, либо народный целитель. А может быть, это целитель души человека, да, не тела, но души. С вами кто-то поделится, либо вы, может быть, по телевизору увидите, либо в интернете какого-то человека увидите, который является вот таким вот прям супердоктором, да, суперцелителем. С одной стороны, да, человек высоких знаний, большого опыта, но с другой стороны не волшебник, да, чтобы вы для себя понимали. Волшебство – это не то, чем занимается этот человек. Да, может помочь, но и другой специалист тоже может помочь. То есть, возможно, здесь речь будет стоять о цене. То есть, либо вы переплатите и получите услуги, как и в обычной поликлинике, либо у менее известного целителя, либо вы пойдете в обычную поликлинику, да, сэкономите деньги, либо пойдете к обычному целителю, который там себя не пиарит, не рекламирует, у кого нет такого громкого имени, и не за все деньги мира получите тоже лечение. То есть будет подаваться информация, что этот человек творит чудеса. На самом деле это обычный человек. Да, у него есть знания, да, есть опыт, но чудес там нет. Вот, чтобы вы для себя понимали. Если у вас лишние деньги, конечно, вы можете сходить, чтобы получить эти услуги. Если вы не хотите лишние деньги тратить, либо у вас банально их просто не хватает на жизнь, идите к другому человеку. Вот так вот в чудеса верить не стоит. Вы же взрослые люди, да, взрослые женщины, взрослые мужчины. Не верьте вы в эту всю сладкую рекламу. Да, специалист, но не чудотворец. Вот так мне идет. А то, я так смотрю, вы так возбудитесь на этого человека, даже можете в долги залезть, лишь бы получить консультацию. А консультация будет вполне себе обычная, земная. Такую же консультацию вам может и другой специалист дать. Так, еще. А вы про что-то забыли. Вы про что-то забыли. Вспоминайте, о чем вы забыли. У вас осталось мало времени на то, чтобы вспомнить, о чем вы забыли. То ли вы с кем-то о чем-то договорились, то ли у вас какой-то как рандеву есть, да, запись куда-то, то ли вам что-то нужно оплатить, заплатить, счета какие-то. Вы что-то забыли, вспоминайте. Время идет, часики тикают, времени совсем чуть-чуть осталось. Вы должны вспомнить, либо проверьте свои записи, может, вы блокнотик ведете. Вы должны о чем-то вспомнить. Это очень важно. Очень важно, чтобы потом не было конфуза, не было какой-то неприятной ситуации, чтобы вы, например, на штрафы, не дай бог, не попали. О чем-то вам нужно вспомнить. А то это будет для вас очень неприятной новостью, неожиданной неприятной новостью, что вы что-то забыли. Да, возможно, вы на эту отсыпку пришли, чтобы я вам напомнила и сказала: вспоминайте, вспоминайте. Если прям совсем не можете вспомнить, прочитайте молитву и перед сном, да, и во сне вам может присниться. Что-то вы забыли, прям запамятовали. А нужно вспомнить, потому что вы еще все можете изменить, либо время еще есть. Вот. А если не вспомните, то потом будет неприятная, неожиданная новость. Так, а вот здесь у меня женщина. Телефонная трубка, женщина.
По телефону женщина вам будет что-то говорить, либо обещать, но ей верить нельзя. Все, что она говорит, нужно переворачивать. Да? То есть там, где она говорит белое, это на самом деле черное, там, где она говорит черное, на самом деле белое. Вот такой вот она человек, верить ей нельзя. И она вам по телефону что-то будет говорить. Все переворачивайте, либо минусуйте, да? Минусуйте. Хорошее минусуйте, плохое плюсуйте. Вот так мне идет. А то, если вы ей поверите, ой, разочарование будет, ой, неприятности могут пойти. Женщина, она либо в принципе по жизни такая врушка, ну то ли она такой коварный человек, да, который вот таким вот делом занимается. Да, мои хорошие, надо быть поаккуратнее надо быть. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.